Здравствуйте, дорогие друзья! Уже много лет в России каждый год посвящается какой-нибудь определенной тематике. Так ушедший в историю 2021 год запомнился нам как год науки и технологий. В целом год получился насыщенным и продуктивным. В библиотеках города Владикавказа прошли мероприятия развития науки и современных технологий. Стартовал год 2022, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. С какой целью? С целью популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации. Так повелось, что ежегодно мы благодарим и прощаемся с годом минувшим и торжественно встречаем год наступивший. И у нас в библиотеке уже много лет существует традиция передавать эстафету от года прошедшего к году грядущему в виде зажженной свечи, символа жизни и света, огня творчества в человеческой душе. И пусть горит свеча, и пусть, несмотря ни на что, не погаснет, и развивается народная культура, народное искусство. Россия – родина разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью культур. Среди них гордый, трудолюбивый и необычайно талантливый народ – осетины, потомки великих скифов, сарматов. Народ, который гордится своей великой историей, уникальной культурой, искусством и традициями. Счастливы должны быть осетины, измеряя славные корни свои, утверждал великий русский художник, писатель, археолог, философ Николай Константинович Рерих. И мы, потомки, гордимся краем легенд и сказаний, уникальной, богатой народной культурой. Традиции осетин – это богатая палитра самых разных обрядов и ритуалов, многие из которых прошли многовековой путь. Они отражают не только культуру нашего народа, но и его давнюю историю. Отрадно, что мы сохранили ценности своих предков, свою культуру и самобытность. Хочется верить, что и в дальнейшем это наследие будет цениться и приумножаться. Одним из величайших памятников устного народного творчества Осетии является нартский эпос. Нартский эпос – это поэтизированная и фантастическая автобиография народа в древнейший, овеянный мифами и легендами период его жизни. Сказания о нартах хранят множество деталей и сюжетов, совпадающих с описанием реальных исторических событий. А повседневная домашняя жизнь, как она отражена в сказаниях, почти не отличается от старого осетинского быта, каким его еще помнят наши старшие. Не случайно нартский эпос часто именуют энциклопедией осетинской жизни. Образы могущественных нартских героев глубоко почитались в народе. Их именами нарекались новорожденные. Быть в юности таким, как Нарт Батрас, стальной рыцарь без страха и упрека, быть в старости, как Нарт Урузмак, мудрый и щедрый патриарх, чье слово ценится на всеобщем совете, быть такой женщиной, как Шатана, вещая и прозорливая мать, чьи руки – символ изобилия и хлебосольства,
Вот идеал, который стоял перед каждым осетином и каждой осетинкой. Откуда явились нарты, одному Богу известно. Говорят, они пришли с дна моря. Они были в родстве со всем, что их окружало. Со скалами и деревьями, водой и огнем, со зверями в лесах и птицами в небе. Нарты были гордым и вольным народом. Погибнуть в бою за свободу, за правду тогда считалось на Кавказе не горем, а счастьем. Нарты не покорялись никому и даже с богами разговаривали на равных. Для них боги были вроде как старшие товарищи. Так их нарты и называли, наши старшие. Каждое утро сын солнца выкатывал огненный диск из-за края ночи. А сын другого бога, Бардуага, пропахивал облака, чтобы к людям пришел свет, пришло тепло. Доброе утро, Уастерджи! Так стражники приветствовали старшего бога. Да будет день твой удачным! Небесный Курдалагон! А так кузнецы здоровались со своим покровителем. Удачи тебе, Уатсела! У пастухов был свой старший. Будь здоров, Палмера! Да не иссякнет твоя сила, Тутер. Тутер — это покровитель волков. А вот и охотники. О, кстати, пошли на удачу! Почему бы не помочь хорошим людям? А Дон Беттер, повелитель рек и морей, это был веселый, озорной бог. С устным народным творчеством тесно связано и музыкальное искусство, которое делится на песенное и инструментальное творчество. Осетинская народная музыка, представленная песнями, эпическими сказаниями, а также инструментальными наигрышами, развивалась как искусство устной традиции. В осетинской народной песне бытуют жанры трудовые, застольные, лирические, шуточные, колыбельные. Песне поется о красных партизанах, героях гражданской войны. Заманили партизаны деникинцев в Дегорское ущелье и как лавина обрушились на головы врагов.
Осетины обладают богатым музыкальным инструментарием, включающим духовную, струнную, ударную и клавишно-язычковые группы. Это так называемые струнно-шипковые, струнно-смычковые, духовые и ударные. В сознании народа жило представление о том, что гармоничный звук может преобразить природу. Уникальным инструментом осетинского народного творчества является кишинфандыр. Он имеет необычную форму и древнейшее происхождение. Впервые о кишинфандыре упоминалось в нардском эпосе. Этот уникальный инструмент воспевали поэты, запечатлевали художники, даже использовали в кино как музыкальное сопровождение чарующие, щемящие звуки кишинфандыра на фоне непередаваемых красот природы Осетии. Мало в России найдется людей, которые бы хоть раз в жизни не восторгались величественной красотой осетинского танца. Танец – душа нашего народа. В танце молились богам, на языке танца выражали любовь и ненависть, добро и зло, радость и горе. Своеобразным танцевальным символом осетин является массовый танец шинт. Это танец с корнями, уходящий в глубокую древность, танец история, танец молитва. Он неоднократно упоминается в героическом нардском эпосе, как танец нардских богатырей. В некоторых сказаниях сюжеты построены на том, что нарды соревнуются в шинде, пытаясь завоевать сердце гордой красавицы. Есть много знаковых понятий, которые ассоциируются с осетинским народом. Осетинские пироги, пиво, осетинский национальный костюм, уникальные памятники культуры, артефакты и культурные пространства, каждый из которых заслуживает отдельного внимания.
Год культурного наследия народа в России только вступил в свои права. Впереди нас ждут интересные события, которые покажут всю красоту нашего местного достояния. Ведь главная задача – сохранить народные традиции, обряды и объекты, чтобы край наш стал богаче и самобытнее. Нам от души хочется вам пожелать всего доброго. До новых интересных встреч, дорогие друзья!